Добрый день, участники вебинара. Звука, да, нету. Я только что подключила микрофон. Мы пока ждем участников. И ровно к 3 часам, как и обещали, мы начнем наш вебинар. Хорошо? Вы пока можете вспомнить какие-то вопросы, возможно, у вас есть. Написать в блоке вопросы. В чатах писать свои вопросы. В чатах, если очень много сообщений будет, то мы, возможно, и потеряем. Поэтому, пожалуйста, писать свои вопросы в блоке «Вопросы». Пока можете оценить качество связи. Видите ли вы меня все и слышите ли? Если видно и слышно, отправьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Отлично. Николай Слепцов, не слышно, говорите, да? Теперь слышно? Вы можете увеличить громкость на самом компьютере, либо гарнитуру. Так, дорогие слушатели, скажите мне, пожалуйста, теперь нужна мне ваша помощь. Вы видите слайды? Если видите, пожалуйста, плюсики отправьте. Помимо меня, слайды видите? Спасибо большое. Угу. Так, давайте тогда начнем вебинар. Уже 15:00. Меня зовут Угапьева Матрена Владимировна. Я являюсь руководителем филиала компании Tensor. Николай Слепцов, советую перезайти в вебинар, пожалуйста. Все видят и слышат, кроме вас. Спасибо. Так, сегодняшняя наша тема – это тема маркировки. Довольно-таки обширная, большая тема, поэтому я советую вам взять ручку, тетрадку и будете записывать. Можете попросить у нас слайды. В конце вебинара мы поделимся слайдами. Но, конечно же, слайды изучать самостоятельно – это очень трудно. Конечно, лучше было бы слайды смотреть вместе со мной, когда я рассказываю. Все. Дальше. Так, давайте немножко расскажу про нашу организацию, чем мы занимаемся и почему именно мы сегодня рассказываем про маркировку. Да? Компания Tensor – это разработчик SBIS-программы. Он является оператором электронного документооборота, ЭДО сокращенно, да, федеральным удостоверяющим центром, который выпускает электронно-цифровые подписи, сертифицированным EDI-провайдером. Помимо этого, мы реализуем контрольно-кассовую технику и сопутствующие товары для торговли. И, конечно же, мы являемся операторами фискальных данных, который передает чеки в налоговый орган. Дальше. Все больше и больше товаров подлежат маркировке. Давайте посмотрим. Правительство Российской Федерации к 2024 году планирует перевести весь товарный рынок
полностью на маркировку. То есть то, что мы едим, чем мы пользуемся, что мы одеваем, все перейдет к маркировке. То есть каждая единица товара будет промаркирована. Мы знакомы с маркировкой. Ранее были внедрены алкогольная продукция, частично ветеринарная продукция. Мы знаем то, что у сигарет появилась маркировка, обувь имеет маркировку и, конечно же, лекарства имеют свою маркировку. Следующий этап бегун у нас бежит в сторону фотокамер. Да? Следующий этап – это фотокамеры, одежда, шины. Мы в этом этапе находимся с вами. Далее. Что и когда? Это прогноз внедрения маркировки по разным товарным группам. Как вы видите, внедрение маркировки в бизнес не обходится одним днем. То есть это обязательно должно быть поэтапное внедрение. Лекарства и обувь на данном слайде заштрихованы синим цветом. Это означает, что они уже внедрены, и обувь и лекарства на сегодняшний день в магазинах мы не должны, ну, по крайней мере, точно обувь вы не должны купить, ну, не должны увидеть на прилавках магазина не маркированную. Что касается фотокамеры, сначала идет регистрация участников оборота. Наверняка, если вы участник оборота фотокамер, вы уже регистрированы на сайте Честного знака. Далее маркировка остатков. И следующий этап – это с 15 декабря 2020 года запрет на продажу немаркированного товара. Духи. Тоже регистрация должна была быть и продажа немаркированных остатков. С 1 октября 2021 года запрещается реализовать немаркированные духи. Шины, у них этапов на самом деле несколько этапов. Это регистрация, реализация по новым правилам маркированные шины, запрет реализации шин, продажа остатков и далее в марте 2021 года запрет оборота немаркированных шин. И далее у нас одежда, текстиль. Тоже начинается с регистрации участников оборота. Потом запрет оборота немаркированных товаров, маркировка остатков и потом только запрет продажи немаркированных товаров. Как вы видите, все товары, они имеют свои этапы, сроки. В зависимости от даты есть своя процедура внедрения маркировки, да? Советую сделать скриншот экрана и знать об этих сроках. Далее. Что же произойдет у нас в 2021 году? В 2021 году у нас на сегодняшний день молоко, вода, коляски, пиво, они в виде добровольного эксперимента уже начали работу по маркировке. Да? Кто хочет принять участие, можете принять участие в виде эксперимента. Возможно, для вас это будет, у вас будет скидка для внедрения именно этого товара в маркировку. Так, на самом деле, поэтапное внедрение маркировки, это произойдет у молока произойдет 1 мая 2021 года. Бутилированная вода 1 марта 2021 года. И по коляскам и пиве еще пока сроков неизвестно. И к 2024 году будет маркироваться весь товарный рынок. Далее. Обязательно посмотрите схему работы с маркировкой. Очень много вопросов возникает у тех бизнесменов, которые не понимают данную схему. Давайте разберем ее подробнее. Что же из себя представляет данная схема? На каком этапе с кем вы должны общаться, кто ваши друзья в данной цепочке внедрения маркировки. Точка продаж – это вы.
да, вам поставщик отправляет товар. И одновременно с товаром вам в электронном виде отправляется универсальный передаточный документ через оператора ЭДО. В данном случае мы видим все на примере SBIS, так как SBIS умеет поддерживать всю цепочку движения маркированного товара в одной платформе. Поэтому пример у нас введен только SBIS. Поставщик вам отгрузил товар, одновременно отпустил вам универсальный передаточный документ через оператор электронного документооборота. До этого же поставщик либо производитель на эти товары таким же образом через оператор электронного документооборота от производителя заказал, либо запросил, промаркировал остатки на эти коды и сделал его своей собственности, информируя честный знак. И отпустил точке продаж, то есть вам. Точка продаж, в свою очередь, как только получил маркированный товар, что он делает? Он заходит оператору электронного документооборота, платформы SBIS, и сверяет коды с поставщиком. На этом этапе у точки продаж желательно должен быть сканер, чтобы проверить факт с учетом. То есть, возможно, поставщик отправил не те товары, которые у вас находятся в облаке. В свою очередь, SBIS-платформа обращается самостоятельно в честный знак и информирует о том, что произошла смена собственника. Смену собственника честный знак узнает из оператора электронного документооборота. Понятно, да? Далее, точка продаж продает конечному потребителю маркированный товар. Продажа осуществляется только через онлайн-кассу. Следовательно, через онлайн-кассу пробитый чек улетает с BIS оператору фискальных данных. SBIS оператор фискальных данных, увидев чек о том, что он маркированный, товар в чеке есть маркированный товар, видите это, и пересылает его честному знаку. Таким образом происходит выбытие из оборота маркированного товара. Вот такая вот сложная цепочка движения маркированного товара. Далее. Далее цепочка немножечко искажается, если у нас у точки продаж автономный режим. Что это значит? Это означает, что касса не подключена к интернету. Они работают в автономном режиме. Это значит без передачи данных в налоговый орган. Что же в этом случае происходит? В этом случае точка продаж, так как он не имеет оператора фискальных данных, он самостоятельно из кассы выгружает пробитые товары, маркированные. Это значит, кассу подсоединяет к компьютеру и выгружает оттуда архивированный файл. И самостоятельно раз в месяц с момента пробития маркированного товара информирует честный знак о том, что он продал пачку сигарет, либо пару обуви. То есть довольно-таки сложная схема получается у тех организаций, кто не использует оператора фискальных данных. В данном случае, если оператор фискальных данных был бы у бизнеса, ОФД сам бы информировал честный знак о том, что товар выбыл из оборота. Далее. Все-таки о чем же нужно отчитываться в государственную систему? На самом деле государственные системы в зависимости от товара вашего, который вы продаете, они разные. И эти госсистемы объединяет одна платформа. Одна платформа – это честный знак. Все же в госсистему через честный знак о чем же нужно информировать? Обо всем жизненном цикле товара. Что это значит? Это значит приемка товара. О том, что вы получили товар, и он является вашей собственностью.
о продаже товара, о том, что товар выбыл из оборота и он уже продан, о том, что произошла перемаркировка. Что это значит? Перемаркировку можно использовать в таких случаях, когда этот код стерся, либо коробка утеряна и так далее. Списание о том, что произошла кража, потеря, утрата товара. То есть на самом деле обо всех движениях маркированного товара нужно отчитываться в госсистему. В госсистему можно отчитываться напрямую через честный знак, довольно-таки сложно, либо через ваших помощников. Это значит, ваша товароучетная программа, которую вы используете, должна работать в тандеме с честным знаком. Далее. Давайте посмотрим, какие этикетки бывают. Грубо говоря, как же отличить этикетку новую от старой этикетки? Его можно посмотреть и увидеть на нем квадратный штрих-код. Это означает, он имеет QR-код. Код Data Matrix. Вот это и является кодом, который поддерживает маркировку. Помимо этого кода, если поставщик вам направляет, допустим, сигареты, обувь, да, его ложит в одну коробку, большую коробку, то он наносит на самой коробке код КИТУ, код идентификации транспортной упаковки. При получении и при сканировании данного кода, линейного кода КИТУ, да, вы получаете всю информацию о содержании внутренности коробки. То есть при маркировке используется не только QR-код, но и штрих-код все-таки остался. Дальше. Маркировка в торговле. Сейчас мы посмотрим, какие изменения у вас будут в маркировке торговли. Далее. Во-первых, вам нужно будет определиться с системой налогообложения. Наверняка многие из вас сейчас используете ИНВД для реализации товаров в рознице, да? С следующего года, как вы уже многие знаете, ИНВД перестает работать. Значит, нужно будет выбрать, поменять систему налогообложения на УСН, либо на основную систему налогообложения. Далее. Так, тут мне говорят, что нам видно только лектора. Модератор, это причем, почему они только лектора видят? Они должны были видеть мои слайды. Плюсики отправьте, пожалуйста, кто видит слайды. Отлично, спасибо большое. Так. Что же нужно сделать? Кто такие? Наверняка вы выберете упрощенку, да? Упрощенную систему налогообложения. Но кто же на упрощенку претендует? Это организации, у которых сотрудников менее 100 человек. Выручка 150 миллионов, меньше 150 миллионов рублей. Далее подробнее в статье 346.12 Налогового кодекса можете посмотреть. Ну, примерно могу сказать то, что вот так вот на УСН. Такие критерии. Далее. По умолчанию, к сожалению, если вы до 31 декабря
не уведомите налоговый орган, не подадите заявление о том, что вы выбираете упрощенную систему налогообложения, то налоговая вправе вас по умолчанию без вашего ведома перевести на основную систему налогообложения. Конечно же, самая затратная система налогообложения – это основная. Вы очень много налогов платите в нем. Далее. Поэтому вам нужно будет подать заявление о снятии с учета ЕНВД. О снятии с учета ЕНВД не требуется заявление, потому что ЕНВД прекращает свое действие по умолчанию. Если вы используете УСН и ЕНВД одновременно, то заявление о снятии с учета ЕНВД не требуется. Далее. Один слайд у меня пропал. Заявление все-таки нужно подать в налоговый орган о том, что вы выбираете упрощенную систему налогообложения. Обязательно до 31 декабря. Я хотела форму заявления вам подсказать. Один слайд у меня убежал. Ну, это... Так, ладно. Нет, дальше. Назад. Ага. Как подать данное заявление? Его можно подать через кабинет СБИСа, через налог.ру, либо в письменном виде на бумаге. Данное заявление о смене системы налогообложения. Далее. Давайте вернемся к вопросу с маркировкой. Что же нужно для работы с маркировкой? В первую очередь вам нужно зарегистрироваться на сайте Честного знака, используя электронно-цифровую подпись на руководителя, который будет на защищенном носителе RUTOKEN. Далее. Посмотрите вашу кассовую программу, то есть товароучетную программу, которую вы используете, поддерживает ли она работу с маркированным товаром. Многие программы, которые вы используете, на самом деле все пиратские и, ну как сказать, не обновленные. Поэтому обратитесь, пожалуйста, к своему провайдеру или оператору, который вам представляет данную программу, умеет ли она поддерживать, продавать маркированный товар и сколько обойдется вам для обновления данной программы. Дальше. Дальше, помимо этого, вам нужно обязательно запастись сканером штрих-кода. Сканер штрих-кода – это значит, должен быть 2D-сканером. Как же определить, какой сканер у вас есть? Если сканер преподнести к рукам или куда-нибудь отсканировать, да, то обратите внимание, сколько лучей, красных лучей выводит сканер. Если один луч, наверняка он у вас 1D-сканер. Если несколько лучей, то 2D-сканер. Либо, если вам все равно непонятно, то просто прогуглите, пожалуйста, название сканеров внутри, ну, в сканере на нижней части обязательно указывается, какой сканер у вас, ну, наименование сканера. И посмотрите, умеет ли он сканировать QR-коды. Этот QR-коды должен сканировать только 2D-сканер. Далее, в зависимости от товара, который вы продаете, есть понятие маркировки остатков. Маркировка остатков, она бывает у обуви. Далее маркировка остатков не бывает у лекарств, потому что лекарства реализуются до конца своего срока годности. Вам нужно будет обязательно подключить оператора фискальных данных, оператора электронного документооборота. Это ваши помощники для принятия и для выбытия из оборота маркированного товара. Далее.
Регистрация на сайте Честного знака, в принципе, она несложная процедура, но есть свои тонкости, если вы ни разу никогда не пользовались электронной цифровой подписью. Для этого нужно настроить рабочее место, скачать драйвера RUTOKEN, имея электронно-цифровую подпись, зайти в Честный знак и оформить заявку на ПАК. Далее. И подписать договор, конечно же. Маркировка остатков. Маркировка остатков не у всех товарных групп есть данное понятие, поэтому я просто расскажу то, что из себя представляет маркировка остатков. Это мы описываем, в каком количестве что у нас осталось. Запрашиваем коды у Честного знака. Говорим Честному знаку, то, что у нас осталось вот 1000 пар обуви, сколько-то из них женская, мужская, прошу предоставить мне этикетки на данные товары. Следовательно, как только вы получили, вы распечатываете их, наклеиваете на товар и вводите через Честный знак, вводите их в оборот. Это значит, вы информируете Честный знак о том, что вы разместили их на витрину и вы готовы их реализовать. Далее. Когда появилось только понятие маркировки остатков, многие заблуждались тем, что как же я смогу описать все, откуда мне знать, с какого материала она состоит, где она произведена, откуда мне это все знать. На самом деле для описания остатков вам нужно описывать только по сокращенному. То есть описываете, вот желтый знак, это означает знак Честного знака, описываете только на сайте Честного знака. Для этого нужно знать ИНН собственника товара, то есть ваш, уже он автоматически вбитый будет, 2 знака кода товарной номенклатуры. Но если это обувь, но, к сожалению, обувь уже мы не описываем, целевой пол указываем, ввезен в РФ, произведен в РФ. В левой части у нас инструкция для полного описания. Тут, если обратите внимание, сайт называется ГС1. Где проходит регистрацию? Только производители товара. Только производитель знает про то, что какой артикул он имеет, какой состав сырья, размер изделия, модель изделия. Вот все эти данные мы-то, розница, не знаем, а знает только производитель, который производит нам этот товар. Поэтому не путайтесь, пожалуйста, описание остатков, маркировка остатков, он происходит для розницы только на Честном знаке и только по сокращенному. Далее. На моем примере приведен пример именно обуви. Еще не обновили. Вам нужно будет указать, как я говорила, ИНН организации. Если у вас остаток довольно-таки большой, то загружаете их из таблицы Excel. И Excel можно подгрузить в Честный знак и таким образом описать свои остатки. Далее. После этого, как только вы описали, вы его подписываете электронной цифровой подписью. Общение, вход в личный кабинет Честного знака только по электронной подписи. То есть ни логинов, ни паролей, таких возможностей нету. Общаетесь только по электронной подписи. Описали остатки, подписываете, отправляете, получаете коды, печатаете этикетки и вводите их в оборот. Далее. Так, если все-таки у вас остатков много, либо если остатков совсем мало, то можете воспользоваться услугой компании Tensor и распечатать этикетки у нас. Либо по старинке распечатать их на А4 и резать их ножницами и приклеить потом, да?
Либо вы можете приобрести принтер этикеток. Принтер этикеток при приобретении обратите внимание, то, что принтер умеет распечатывать на полуглянцевых этикетках. Почему? Потому что если ваш принтер печатает этикетки только на термоэтикетках, то через 2 месяца, максимум 4 месяца, они выцветут. Обувь, либо шины, либо духи, они у нас могут лежать на витрине еще много времени. Поэтому нужно подобрать на слайде у нас примеры принтеров, которые печатают на полуглянцевых лентах. Это Godox G500, Atoll TD42 и Zebra TLP2824. Они умеют печатать так и на термотрансферных, так и на полуглянцевых этикетках. Далее. Что же делать с кассой? Помимо того, что я вам сказала о том, что нужно подружиться с оператором фискальных данных, оператором электронного документооборота, обратить внимание на свою товароучетную программу, докупить сканер, еще нужно сделать, посмотреть свою кассу. Касса, которая печатает чеки. Прошита ли она до последней версии? Поддерживает ли она продажу маркированного товара? И если у вас есть товароучетная программа, если нету, то нужно будет обязательно приобрести товароучетку, потому что далее я расскажу, чем это чревато. Далее. Чревато тем, что обязательно 2021 году, с 1 февраля 2021 года налоговая требует обязательную номенклатуру в чеках. Что это означает? Далее. Далее. Это означает, что ваш клиент должен понимать, что он купил. Если он купил женскую блузку, то в чеке должно отражаться женская блузка, цвет нежно-голубой, размер XS, артикул какой-то. То есть уже усложняется игра. То есть раньше мы как-то хитрили, общие наименования придумывали, да? Одежду одеждой мы называли, носки носками, штаны штанами, блузки блузками, а сейчас уже налоговая с 1 февраля 2021 года будет требовать артикул и размер. Понятно, да? Далее. На основании чего, спросите вы? Согласно требованию статьи 4.7 54 федерального закона. Об этом знали все. Многие розничные магазины, которые сейчас используют товароучетную программу, об этом уже знают и давным-давно уже работают по артикулам, ведут учет товаров, каталог товаров, номенклатуру товаров. Той розницы, которая продает как обычный товар, либо использует общее наименование, вам нужно будет немножко подумать, каким образом же дальше начать хитрить и использовать, не подключаться к рознице. Но, к сожалению, такого варианта у нас уже не будет. В чеке обязательные атрибуты, наверняка вы знаете, это название документа, кассир обязательно должен присутствовать в чеке, название организации, само собой, номер документа, наименование и количество товара, дата покупки, время покупки, ИНН, все, что нужно узнать о
продавце, все, что нужно узнать о том товаре, все оно должно отражаться в одном лишь чеке. Далее. Если вы продаете хлеб, даже самый простой хлеб нельзя продавать как хлеб. С 1 февраля 2021 года этот хлеб у нас должен называться не мигюнский хлеб, хлеб ЯХК 250 граммов и так далее. Слава Богу, хлеб не имеет своего артикула, да? Поэтому достаточно наименования и веса в хлебе. Раньше вы продавали хлеб хлебом, либо товар. Так, вот это у меня очень мешает, вот это не сейчас. Ага. Что же влечет за собой неиспользование номенклатуры в чеке? Конечно же, это влечет за собой штрафные санкции. Штрафы довольно-таки большие, если считать то, что это за выявленный случай. Индивидуальные предприниматели от 1500 до 3000 рублей, а юридическим лицам от 5 до 10 тысяч рублей. Далее. Что же делать? Что же делать в данном случае? Придется, хотим не хотим, ввести каталог товаров. Что это значит? Это значит, нужно поставить товароучетную программу. Ну, конечно же, мы советуем это с БИС сделать, потому что только СБИС может предоставить вам все возможности работы с маркированным товаром. Это вплоть до электронно-цифровой подписи, оператора электронного документооборота, оператора фискальных данных и каталог ведения учета, продажи через СБИС розницу. В СБИСе есть свой облачный каталог с миллионами товаров. Но самые популярные по Российской Федерации товары вы можете скачать с облака. Есть возможность загрузить каталог из 1С, либо если вы ведете как-то в Excel-таблице, то можно загрузить товары через Excel. Либо, если товар к вам поступил от поставщика в облако СБИСа, то есть это оператору электронного документооборота, то автовод из накладных, конечно же, обязательно будет. Далее. Ну, плюсы введения каталога в СБИС, конечно же, это гибкое и простое установление цены, конструктор ценников и их быстрая печать, создание любых акций, бонусов, скидки, аналитика продаж и касс круглосуточная, возможность вести складской учет. Это полноценная программа для ведения склада, для ведения розницы. То есть вам не нужно лишних каких-то использовать программ для ведения, допустим, для того, чтобы даже мотивировать своих сотрудников, рассчитывать заработную плату, можно использовать СБИС-программу. А в СБИСе же вы смотрите свои чеки, которые отправлены в налоговый орган. В СБИСе же вы получаете от поставщиков накладные. Далее. Ну и, конечно же, СБИС-программа, она не программа, а платформа СБИСа, она больше, чем маркировка. Далее. Ну, об этом само собой, то, что удаленный доступ есть со всего устройства, где есть интернет. Далее. Приемка кодов от поставщиков у оператора же СБИСа. Далее. Все для маркировки в одном окне. Как я уже сказала, вы получаете накладные в СБИС,
автопередача данных в честный знак. То есть вам лишних телодвижений не нужно делать и обращаться в честный знак для того, чтобы информировать честный знак о том, что вы получили товар. За вас делает программа. Поддержка любых сканеров и готовая интеграция с вашей учетной системой. Далее. Ну, дополнительные преимущества. Вообще, на самом деле, нормальная, хорошая программа товароучетная должна поддерживать все, как наша, допустим, да? Потому что вам, смотрите, с внедрением маркировки у вас появляется очень много друзей, которые должны своевременно информировать честный знак о судьбе маркированного товара. Вот нужно будет к оператору подключиться, электронному документообороту, товароучеткой уточниться, про кассу прошить, да? Ну, выгоднее и удобно работать в одной системе, которая все сама умеет делать. Вот, к примеру, я говорю нашу платформу SBIS. Потому что только у SBIS есть возможность все делать в одном кабинете. Именно вам не нужно будет вылезать оттуда, отправлять информацию в честный знак самостоятельно, выгружать данные с розничной программы, информировать честный знак, выгружать данные и загружать систему SBIS, потому что все там в нем будет. Далее. Что же делать, если у вас автономная касса? Автономная касса – это касса, которая похожа на калькулятор, у которого много-много кнопочек. Да, наша программа может работать даже с этой кассой. Мы сделаем его, прошьем его фискальный регистратор, его подсоединим к товароучетной программе. И вы смело можете пользоваться этой кассой и в следующем году и поддержать работу с маркировкой. Как это сделать, спросите у нас. Ну, это реально. Если у вас касса атоловская, Элвис штриховская и Меркурий. Далее, если все-таки у вас есть программа, ну, используете эваторовскую кассу, да? Эваторовская касса, она немножко очень хитрая касса, которая время от времени просит денег для обновления, для докупки новых требуемых приложений. То для вас, если вы используете Эватор, то в январе 2021 года появится приложение SBIS касса в самом Эваторе. Если же вы используете фискальный регистратор, то тут легко и просто. Вам нужно в кассовый компьютер подгрузить кассовую программу, к примеру, SBIS, и докупить сканер и работать дальше. Дальше. Подключим автономку к вашему компьютеру. Если у вас автономная касса, как Атол 90, Атол 92, 91, либо Меркурий 185, 130, 180, 115, либо Элвис МФ, вы не волнуйтесь, потому что данная касса умеет превращаться в фискальный регистратор. И вы, подсоединив его к компьютеру и докупив сканер, можете поддержать работу с маркированным товаром. И далее же работать на нем дальше. Но при условии, если у вас будет в компьютере стоять товароучетная программа. Далее. Ну, как я уже сказала, для всех систем маркировки нас используют и советуют и другие товары. Аптеки используют тоже через BIS-программу, продуктовые магазины и магазин одежды тоже используют программу с BIS. Далее. Если... Ну, бывает такое, то, что на складе нет компьютера, на складе нет сканера, и докупать лишний сканер – это затратно.
то есть приложение с бизнес-складе. Используя телефон, вы сумеете отсканировать штрих-коды и сохранить его, и потом зайти через компьютер и подтвердить электронно-цифровой подписью. То есть в этом случае и поможет и сотовый телефон. Далее. Что же будет в будущем? В будущем будет вот это. Это далее смотрим. В будущем вам нужно будет в связи с тем, что вы перешли на УСН, либо основную систему налогообложения, вам нужно будет уже подружиться с вашей бухгалтерией. Вам нужно желательно самому понять, сколько доходов и расходов. Что означает ваши расходы? Не всегда расходы организации бывают расходами для налоговой службы. Сколько же ваши доходы? В каком размере? Вы должны уметь высчитать свой налог. Вам нужно понимать, сколько вы должны государству за ведение бизнеса, для заведения розничной программы. Поэтому очень важно иметь, если бы я была бизнесменом, то 100% я бы вела всю работу в СБИСе, потому что вот только у СБИСа есть прекрасная возможность ведения и бухгалтерии в одной системе. Я вижу свои кассовые чеки, я вижу документы от поставщиков в одной системе. Я сдаю с этой системы отчеты. То есть все в одной платформе, и это экономично и удобно. Поэтому далее нужно будет знать, сколько вы чего должны контролирующим органам, когда вас будут контролировать и на что они могут вас вовлечь. Нужно понимать и учитывать внутренние нужды компании. И желательно же иметь единую систему для ведения всего бизнеса. Единая система – это же, конечно же, платформа, которая в одном окне. Далее. Ну, и вкратце то, что на самом деле очень много организаций, которые предлагают свои возможности, очень много организаций, которые говорят, что мы умеем, но немножко призадумайтесь, то, что ни одна компания вам не сделает все под ключ, потому что в городе Якутске прямой оператор ФОФД, прямой оператор ЭДО и сам же разработчик платформы розницы – это компания Tensor. Поэтому и у компании Tensor есть возможность выпустить ЦП. И мы продаем контрольно-кассовую технику, и мы можем взять вашу кассу на техобслуживание. То есть не все похвастаются тем, что они сами же все это делают. Многие организации говорят то, что мы умеем это делать, но у них партнерское соглашение с другими организациями. То, что очень неудобно, потому что каждая организация, к которой вы обратитесь по ключу, по ОФД, по торговому оборудованию, она у вас будет брать больше денег каждый раз. Допустим, вы не сможете у них только купить ОФД, они представят вам услугу. На самом деле это не такие уж большие деньги для внедрения маркировку, если знать, кто и что это представляет. Ну, желательно это все объединить у одного поставщика. Далее. Ну, как я уже сказала, у нас есть свой сервисный центр, который занимается ремонтом контрольно-кассовой техники. Кстати, кассу в связи с утратой ИНВД
со следующего года, прямо с января 2021 года, вам нужно будет в кассе поменять систему налогообложения. Это тоже атрибут, основной атрибут, который требует ФНС. Наличие системы налогообложения в чеке. Поэтому обязательно убедительная просьба не ждать 31 декабря, не ждать конца декабря. Обратитесь, пожалуйста, в свой сервисный центр сейчас, потому что все сервисные центры по городу Якутска, по республике, они будут сильно загружены. У нас уже конец, уже начинает, мы своим клиентам уже звоним и перерегистрируем их кассы с ЕНВД на УСН. Что мы делаем? Мы ставим в кассе две системы налогообложения. У них сейчас ЕНВД. Мы ставим рядышком УСН для того, чтобы он в январе месяце просто товароучетки либо в кассе сделал по умолчанию на УСН, и у него касса будет готова, и чеки с 1 января 2021 года будут пробиваться именно по УСН. УСН – это та система налогообложения, которую он выбрал. Если же вы этого сейчас не сделаете, то к концу декабря будет очень поздно, и вам некому это будет сделать. Поэтому, если хотите, вы можете с вашей кассой обратиться к нам. Мы берем на ремонт, либо на перерегистрацию и чужие кассы. Далее. И что касается нашей поддержки. Наверняка те организации, которые сдают отчеты через платформу СБИСа, они знают, что у нас прекрасная техническая поддержка, которая работает круглосуточно. До нее невозможно не дозвониться. У нас есть сайт sbis.ru help, в котором вы можете посмотреть, получить ответы на основные вопросы, которые по налоговому кодексу, либо по вопросу бухгалтера, либо по кассе. Посмотрите, пожалуйста. Есть очень много видеоуроков для ведения, для сдачи отчетности, для ведения бухгалтерии. Мы всегда проводим свои вебинары на своей платформе online.sbis.ru. У нас есть видеоуроки даже по кассе. Каким образом кассу использовать? Ну, допустим, как открыть смену, как пробить чек и так далее. Да? И, конечно же, в каждом городе, крупном городе Российской Федерации представлены мы. То есть компания Tensor есть в каждом городе. Далее. Далее. Ну, вебинар – это уже завершающий был слайд. Последний слайд включите еще раз. Угу. Так, вы можете к нам обратиться по нашим номерам 318 995 25 00 55 по вопросу маркировки, торгового оборудования, ОВД или оператора электронного документооборота и так далее. Так, давайте вернемся мы к вопросам. Сколько стоит программа и ежемесячные абонплаты? Обновление кассы удаленно можно производить. Находимся в удаленном районе. Так, данная программа стоит всего лишь от 2500 до 11 тысяч. Почему такая недорогая? Потому что наша компания нацелена на массовое подключение. Мы массово будем подключать нашу розницу. В зависимости от возможностей программы от 2500 и до 11 тысяч. Данная лицензия выдается на 1 год. У нас нет тарифа на подписка на 1 месяц. Вот смешно, да? Подписка на 1 месяц. Мы никогда не выдаем подписку на 1 месяц. У нас все лицензии на 1 год, а стоимость как на 1 месяц. Обновление касс удаленно можно до.
Да, в принципе, это возможно, но это нужно делать только с нашим специалистом под руководством. Но вам нужно понимать то, что вам иметь при собой отвертку и умелые руки. Но это очень, как сказать, опасно, но бывают и такие выходы из ситуации в нашем отдаленном районе Республики Саха-Якутия. Находимся в отдаленном районе. Здравствуйте, у меня ОКВЭД народное творчество, требуется ли ККТ? Так, народное творчество по поводу ККТ. Ну, тут лучше, конечно, обратиться в налоговый орган, но есть двоякое мнение. Если вы все-таки народное творчество продаете свой товар, несмотря на то, что у вас народное творчество, то все розницы перешли на кассу. Это да, розница уже имеет кассу ККТ. Но если вы творчество творите, и потом этот товар вы передаете для дальнейшей перепродажи, возможно, у вас будет как услуга, предоставление услуги. Поэтому, возможно, вам и касса не потребуется. Поэтому лучше уточниться у налоговой. Управление налоговой службы есть очень хороший специалист Альберт Афанасьевич, он вам с удовольствием все это разъяснит. Так, что еще? Какие вопросы были? А вы проводите учебу по работе с БИС? Есть ли возможность быстрой связи в виде чата с менеджером? Да, конечно, есть. Позвоните, пожалуйста, нашу, ну, как сказать, чат с менеджером у нас есть. Мы открываем свой... Если желающие есть, мы открываем свой группу WhatsApp, где мы отвечаем на все возможные вопросы. Можете попасть в эту группу. Если да, то далее потом отправьте мне сотовый телефон, то сюда же в чат, мы вас добавим туда. Все услуги по нашему сервису есть, конечно же. Услуги разные. Есть под ключ, либо быстрый старт. Быстрый старт всегда немного дешевле, нежели под ключ, потому что в рамках быстрого старта мы максимально пытаемся вам все донести в кратчайшие сроки, показать, что где находится. Если перейдем на ПСН, то как будет работать касса? Как будет работать касса? Патентная система налогообложения. Ну, наверняка вы, индивидуальный предприниматель, в кассе должны указать номенклатуру системы налогообложения ПСН, патентная система налогообложения. То есть, если вы раньше использовали ЕНВД и в кассе стояла ЕНВД, перерегистрируйтесь в кассе на ПСН. ККТ уже не нужен, целый год не в работе. Как снять с учета? Подойдите к нам, но одно условие. Мы снимаем с учета организации кассы с учета, если вы еще не ликвидированы. Если вы ликвидированы, то удаленно невозможно снять кассу с учета. Вам нужно будет с ножками 4-5 раз посетить налоговый орган. Немножко трудновато. Бывают люди, когда после ликвидации подходят к нам, а теперь мне снимите кассу с учета. Вот, а теперь мы не сможем. Так, телефон запишу. 8270979. Ой, я не успеваю писать. 762 70 74. Так, адрес у нас, мы находимся в центре города, Кирова, 18, бизнес-центр, 12 этаж, кабинет 1212. Угу. Так, что-то еще, какие-то вопросы были вроде как. Слайды отправите ли на почту? Ну, организатором вебинара является мой бизнес. Если мой бизнес, вы можете выйти на связь к ним, я бы с удовольствием вам отправила слайды. Только вот мне трудно будет записать все электронные почты, которые тут указаны.
Но мой бизнес предоставила все слайды. Смело можете запрашивать у них. Как отражать продажи, если интернет пропал? Интернет пропал. Ну, есть товароучетная программа, которая работает с интернетом, либо без интернета. Поэтому, если это у вас нечастый перебой интернета, то продавать можно, не используя интернет. Когда интернет появится, информируется, но чек уйдет, ФНС. Так, СБИС умеет сам перепрошивать. Сам СБИС самостоятельно, конечно же, перепрошивать не сумеет. Вам нужен человек-специалист для прошивки кассы. Если мне нужно доработать программу под мой бизнес, как мне это сделать? Сначала нужно нам посмотреть, что же у вас какая же у вас программа стоит для того, чтобы доработать, и какие требования. Если у вас BIS стоит, то давайте посмотрим, обратитесь к нам, доработаем. Кстати, BIS растет с вашим бизнесом, потому что потребуется сдать отчеты, например, Росприроднадзор, у СБИСа появятся формы, захотите отправить отчет Росалкогольрегулирования, у СБИСа появятся возможности, поэтому СБИС растет с вашим бизнесом. Так. Программа по торговле у вас на базе 1С? Нет, мы совсем не база 1С, у нас своя программа, своя товароучетная программа. Можете записаться к нам на индивидуальную презентацию, ну, либо у нас программа наиболее простая, интуитивно понятная. Будет ли маркировка одежды? Конечно же, будет. Маркировка одежды уже стартовала. Сколько? Вы уже должны быть регистрированы на сайте Честного знака. Сейчас идет этап маркировки остатков по легкой промышленности. Но пока сейчас штрафных санкций госструктуры не делают, так как сейчас карантинный период. Как только карантин закончится, они уже начнут проверку. А так сейчас уведомительный характер уже уведомления отправляют. Никуда не денемся, маркировка всего бизнеса у нас будет. Можно пропустила. Если обувь вернули, как быть с маркировкой? Ага, обувь вернули, как быть с маркировкой. Это нужно будет, мы же хотим все равно в дальнейшем его реализовать. Нам нужно будет перемаркировать его. Перемаркировка, это значит, вы обращаетесь в Честный знак и запрашиваете новый код на этот товар. Перемаркировка. От Эватора нужна консультация по выбору кассу. Ну, Эватор, да, она такая хитрая касса, но в январе у нас обещают приложение для Эватора с BIS на кассе, BIS складе. По поводу цены я не знаю, к сожалению. В 2021 году какие товары еще потребуют ККТ и маркировка? На сегодняшний день все уже должны иметь контрольно-кассовую технику, если вы продаете. Но если вы не относитесь к труднодоступным, отдаленным районам от сети связи, то вы уже должны иметь онлайн-кассу. Презентацию вам отправят, если электронную почту отправите. Я не успеваю даже записывать номера телефонов. Китайский товар тогда невозможно замаркировать. Вот
К сожалению, для чего придумана вот эта маркировка, да? Для того, чтобы исключить контрафактную, контрабандную продукцию. Поэтому китайский товар, он, конечно же, контрабандный, контрафактный товар. Вот именно наверняка, чтобы исключить вот такие товары, придумали маркировку. Поэтому очень важно сейчас быть внимательным. У поставщика спрашивать маркировку, потому что не сегодня, сейчас они, да, проверку не проводят, да, а вот на следующем году вот карантин закончится и начнется проверка, и прям Роспотребнадзор, он очень беспощадно проверяет на самом деле, он изъятие имущества делает сразу. Поэтому вот не нужно доводить до этого, нужно сейчас беспокоиться о внедрении маркировки и что-то я хотела сказать. Ну, в общем, кстати, поэтому очень важно уточняться у ваших поставщиков. Те товары, которые они будут вам отпускать, будут ли они маркированными? Поддерживают ли они маркировки? Может быть, вам передадут кота в мешке, который вы не сможете дальше реализовать. Вы работаете удаленно или можно прийти? Но мы стараемся удаленно, но мы сейчас официально на удаленке, но в офисе мы работаем, если не секрет. Но, конечно, тут все вместе, конечно, не должны подходить. Лучше в 2 ГИСе наберите нас, позвоните нам, и мы вам выкроем время, вот индивидуальное время. Лучше так. Вот столичка без маркировки прекрасно все продает. Да, мы об этом знаем. Не только столичка прекрасно продает, но и другие магазины. Но они пока сейчас все прекрасно продают. Скоро уже не будет весело, потому что начнутся штрафные санкции. И, пожалуйста, не нужно ждать вот этих штрафов. Аня, скажите, в прошлом году мы весь столичный рынок кассы поставили, столички. У всех у них кассы есть на самом деле. Просто они не умеют пользоваться, и они лежат, пылятся, эти кассы. А так у столички у всех кассы есть. Если уберут, будет хорошо. Ну, конечно же, уберут хорошо. Конечно же, если уберут, это будет хорошо, но не зря это придумана маркировка. Кто самый устойчивый, тот на рынке наверняка останется. Кто поймет, подумает, что это сложно внедрять маркировку. Да, это сложно, но я стараюсь, мы стараемся. Сейчас, на сегодняшний день, очень много ресурсов, очень много этих информационных ресурсов, сайтов, где можно получить самостоятельно очень много знаний по маркировке. Поэтому не нужно откладывать, не нужно отказываться от маркированного товара. Вот вы сейчас откажетесь от обуви, вы сейчас откажетесь от легкой промышленности, начнете продавать канцелярией. Вот на канцелярию не сегодня, так завтра внедрять маркировку. Что вы будете делать? Вы будете закрывать бизнесой? Ну, нельзя же так. Нужно смотреть правде в глаза, нужно взять себе в руки, нужно уделить время, чтобы эта маркировка дошла до нас, чтобы мы поняли, как это работает. С неработающего ККТ ничего не будет. С неработающего ККТ будет, конечно, потому что что сделает налоговая? Налоговая запросит с банка
реестр выписки на ваш счет и увидит то, что по карточке вы получили за определенный период с момента регистрации кассы сколько-то денег. А в кассе снимается этот счет, отправлено в налоговую на сумму 50 рублей. Налоговая вынесет штраф на это. Конечно, будет. Просто сейчас не проверяют и не стараются, потому что сейчас и так нелегкий период. А начнут. Пока будет контрафакт, мы не сможем честно работать. Есть такое понятие. Есть такое понятие. Только, ну, хотя бы начните с того, что внедрение маркировки, это же не означает сразу купить все хором, сразу автоматизировать весь бизнес. Начните с того, что закупитесь электронной подписью, регистрируйтесь на сайте Честного знака. Если что, скажете то, что вы прошли регистрацию, мы, да, начинаем. Потихоньку считайте свои остатки, что у вас, чего осталось. Ну, в принципе, это не так уж затратно на самом деле. Просто нужно начать, и само собой уже начнется. Еще есть вопрос? Так, вроде как больше вопросов нету, поэтому убедительная просьба. Наверняка маркировка придумана не стопроцентно с хорошей целью для бизнеса, да? Возможно, маркировка придумана для того, чтобы остались сильные. Поэтому такой вариант тоже нельзя исключать. Поэтому давайте мы скажем себе, что в Якутии есть свой бизнес. В Якутии может расти бизнес, и Якутия, она умеет понимать, мы внедрять маркировку. Давайте докажите себе самим и другим то, что мы не такие уж далекие люди. Мы умеем это все делать, и мы внедрим маркировку в свой бизнес. И экономно внедрим ее. И останемся все равно, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас придумает правительство что-то промаркировать, либо запросит какой-то атрибут в чеке. Мы, несмотря на это, будем жить и будем развиваться. И надеюсь, в дальнейшем у нас будет еще более сложные темы по маркировке, где мы будем разбирать уже в деталях. И мы с вами же даже встретимся и в другом вебинаре, где вы уже останетесь на плаву. Спасибо большое. И тем, кто обещала, добавлю в группу. Конечно, мы будем отвечать в этой группе в рамках этого рабочего времени. Спасибо всем за участие. До свидания. Номер телефона. Лариса Ивановна записала. Спасибо за ваши вопросы, за то, что не дали скучать, дали обратную связь. Спасибо. До свидания.